Летние месяцы серьезно испортили статистику спасателям. В жаркие дни люди старались больше времени проводить у воды и очень часто в необорудованных для отдыха местах. В естественных водоемах у нас погибло 8 детей. Это дети у нас идут до 16 лет. Погибло 2 несовершеннолетних, это 16-17 лет. Один ребенок погиб в искусственном водоеме в карьере, это город Миконь. Основная причина гибели детей – это бесконтрольность со стороны взрослых, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, отсутствие доступных, оборудованных мест отдыха у воды, достаточного количества временных спасательных общественных постов. На заседании комиссии по селекторной связи заслушали представителей муниципалитетов с предпринятыми мерами, отчетами и выводами после допущенных трагедий. Одна из последних произошла в Усть-Фунском районе, где 27 июля в Выче, где утонули 2 девочки и их прабабушка. И, похоже, никаких выводов в администрации района не сделали, а значит, горе может повториться. Что послужило причинами и кто не доработал, кто и когда там проводил сход граждан в этом муниципалитете, какие личные меры приняли ваши заместители, как отработал руководитель сельского поселения, что делали специалисты образования в отношении этого дела, управление образования, где там в это время было КЧС, как было организовано спасание и так далее, и так далее. Вот всех этих вопросов я из вашего доклада не услышал. Соответственно, вы там ситуацию себя не проанализировали, которая возникла. Соответственно, ждите повторения этой ситуации, если не сделаете выводов из случившегося. Профилактику безопасного поведения на воде спасатели ведут регулярно и с родителями, и с детьми, а вот практических навыков нет. Многие даже не умеют плавать. При этом организаторы детского отдыха зачастую не учитывают, что массовые мероприятия необходимо проводить там, где дежурят спасатели. Это лето, оно немножко было жарче, чем в прошлом году, и специфика летнего сезона была не учтена, и большое количество мероприятий, которые можно было бы провести, как уже сказали, на береговой зоне, для того, чтобы сконцентрировать детей и молодежь на территориях, на которых могли бы быть спасатели, были не проведены. Рекомендация Министерства образования включить в программу физкультуры уроки плавания в тех школах и детских садах, где есть бассейны. В течение всего учебного года во всех образовательных учреждениях необходимо регулярно проводить уроки безопасности с привлечением сотрудников МЧС и Всероссийского общества спасания на водах. Необходимо менять методы формы работы. В первую очередь через образовательные учреждения, через спортивные сооружения, через дополнительное финансирование и через составление дополнительной подпрограммы. Я думаю, что в этом отношении возражений ни у кого нет. Задача номер 1 – не допустить повторения трагедий на воде. Главам сельских поселений рекомендовано провести разъяснительную работу с жителями и больше контролировать детей, кто приезжает погостить на летние каникулы. Зачастую жертвами водной стихии становятся именно те, кто мало знаком с глубиной озер и течением местных рек. Старым правилам про незнание брода многие почему-то пренебрегают. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал Юрган.